Вместо зловонного запаха и образовавшегося из-за сточных вод болота теперь грунт. От прежней картины здесь остались только небольшие холмы ила и донных осадков, или на языке дорожников непригодный грунт. Как только он подсохнет, его сразу вывезут, но это мелочи по сравнению с тем, что уже сделано. Сняли весь верхний слой, провели лабораторное исследование и целую дренажную систему для отвода воды. На данном участке, был устроен полностью коллектор дренажный коллектор из труб диаметром 200 мм с выпусками. Здесь у нас тоже по 200 мм и по 100. Здесь чертежей, конечно, вы не увидите, что устройство, я имею в виду нашей грунтовой обоймы. Она у нас идет от 110-го пикета, это от заправки. И она у нас будет доходить до следующей заправки. По всем участкам будет устраиваться данная конструкция. 70 тысяч квадратных метров. Таковы масштабы преображений. На всей территории грунтовые воды, которые стекались из близлежащих сел, перехватили, проложив водоотвод. Дорожники просчитали все мельчайшие детали. Более 80 единиц тяжелой техники и свыше 100 специалистов-дорожников делают все, чтобы этот участок в Барсуке, как и вся реконструируемая трасса «Кавказ», служила не на годы, а на века. Одни заняты утрамбовкой грунта, другие возведением слоев земляного полотна и устройством искусственных сооружений. Целый муравейник, который работает с девизом «нон-стоп», чтобы успеть к сроку. На 90% завершили установку дренажей и устройства дренирующего слоя. Только на этом этапе отсыпано 70 тысяч кубометров грунта. Предстоит еще почти столько же. Однако не все так просто. Здесь под грунтом помимо дренажной системы спрятана прослойка геотекстиля. Это искусственный материал, который будет препятствовать вымыванию частиц грунта в случае поднятия уровня воды. Сейчас на данном этапе нашими работниками производится заворачивание иглопробивной ткани, дорнит. Мы обертываем обойму грунта. Сейчас они подворачивают, затем будет происходить надвижка пластиковой решетки, георешетки. И крепление все это металлическими костылями. Данная сетка называется георешетка РДГ. Она закрепляет нам откосную часть данного слоя. Не позволяет вымывания грунта. Все это закрепляется, сверху закрывается это все еще одним слоем геотекстиля, дополнительное крепление металлическими костылями, и происходит сверху за отсыпкой слоя грунта. Теперь уж точно планам строителя и водителя грунтовые воды не помешают. Благодаря дренажной системе вода будет сначала поступать во временные кюветы, а после перетекать в реку Сунжа. Работы на этом участке начались еще в декабре. Сегодня у нас сделано, конечно, очень много. Трудностей было достаточно, но мы со своей техникой нам позволяет это все делать качественно и быстро. Никаких проблем не было, да? Нет, проблем не было. Единственная проблема была высушить грунт, чтобы его вывести на свалку. Уровень обочин поднимут и приравняют к основной дороге. Уже скоро здесь будут простираться километры асфальтового покрытия. Недалеко от участка будет располагаться и разворотная петля. Здесь будет у нас, петля будет с двумя разворотами. То есть не так, как у нас по проекту были предусмотрены с одним поворотом. Здесь будет уже разворотная петля в двух направлениях. То есть она смежная. Здесь же по проекту будет организован внутренний проезд, чтобы автолюбители смогли попасть в зоны придорожных сервисов. Кстати, поворот на выезде из Газиюрта будет смещен. Чтобы выехать или въехать в село, теперь придется спуститься и проехать через внутренний проезд. С наступлением тепла здесь начнут переключать движение, чтобы довести все до проектных параметров. На так называемой левой стороне укрепят откос монолитным бетоном, который будет препятствовать размыву насыпи дороги в случае подъема уровня реки. Зелимхан Калоев, Джамал Тамасханов, Новости 24.